Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке математики. Тема урока – проверка деления с остатком. Сегодня на уроке будете отрабатывать вычислительные навыки, сформируете навык выполнения проверки деления с остатком, повторите решение задач. Девиз урока: благодаря истинному знанию ты будешь гораздо смелее и совершеннее в каждой работе. Начнем наш урок, как всегда, с разминки. Запишите результаты действий в тетради. Во сколько раз 20 меньше 60? В 3 раза. Найдите произведение чисел 18 и 3. 54. Запишите выражение и вычислите его значение. Частное чисел 87 и 29 увеличить в 17 раз. 51. Какое число надо разделить на 12, чтобы получилось число 3? 36. Чему равен делитель, если делимое 76, а частное 4? 19. Произведение чисел 4 и неизвестного числа равно 64. Чему равен неизвестный множитель? 16. Увеличь число 14 в 7 раз. 98. Какое число меньше 68 в 17 раз? 4. На прошлых уроках вы учились решать задачи уравнением. Давайте решим сейчас задачу, составим уравнение и решим ее. В спортивном лагере 322 человека. Когда несколько человек ушли в поход, в лагере осталось 275 человек. Сколько человек ушли в поход? Что известно в задаче? Что в лагере было 322 человека. Когда несколько человек ушли, в лагере осталось 275 человек. Надо узнать, сколько человек ушли. Составим уравнение. Так как в лагере было 322 человека, несколько ушли, значит в лагере осталось меньше. Ставим знак минус, а осталось 275 человек. Тех, кто ушел в поход, обозначим через х. Получили уравнение. 322 минус х равно 275. Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо из уменьшаемого вычесть разность. Из 322 вычитаем 275. Получаем х равное 47. Значит, 47 человек ушли в поход. Запишите ответ самостоятельно. Молодцы! Вспомните несколько правил. Как найти неизвестное слагаемое? Надо из суммы вычесть известное слагаемое. Проверьте, правильно ли решены уравнения. Исправьте ошибки, если они есть. Х плюс 315 равно 887. Х равен 887 минус 315. Х равен 572. Чтобы узнать, правильно решено уравнение, надо сделать проверку. Проверяем.
572 плюс 315 равно 887. 887 равно 887. Уравнение решено верно. Проверьте, правильно ли решено следующее уравнение. Y плюс 92 равно 144. Y равен 144 плюс 92. Y равен 236. Верно нашли корень уравнения? Нет. Потому, чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное слагаемое. Значит, y равен 144 минус 92. Y равен 52. Сделаем проверку. 52 плюс 92 равно 144. 144 равно 144. Теперь уравнение решено верно. Посмотрите внимательно на экран. Решите примеры и найдите правильный ответ. 25 деленное на 3 равно 8. Остаток 2. 25 деленное на 3 равно 7. Остаток 2. 25 деленное на 3 равно 8. Остаток 1. Какой пример решен верно? Молодцы. Третий пример решен правильно. Какие допущены ошибки в других примерах? В первом неверный остаток. Во втором подобрано не ближайшее число до 25, которое делится без остатка на 3. А что надо сделать, чтобы не сомневаться в правильности решения примеров на деление с остатком? Нужно выполнить проверку. Вспомните, как выполняется проверка деления. Проверка деления выполняется умножением. Надо частное умножить на делитель. Если получится делимое, то деление выполнено верно. Запишите пример. 25 деленное на 3 равно 8, а остаток 1. Кто уже вспомнил, как выполнить проверку? Составим алгоритм выполнения проверки деления с остатком. Первый шаг. Сравни делитель и остаток. Остаток должен быть меньше, чем делитель. Второй шаг. Делитель умножаем на частное. Третий шаг. К полученному результату прибавляем остаток. Четвертый шаг. Делаем вывод. Если получили делимое, пример решен правильно. Решим еще один пример на деление с остатком. 85 деленное на 15 равно 5, остаток 10. Проверку давайте сравним с нашим алгоритмом. Первое. Остаток 10 меньше делителя. Второй шаг. Делитель 15 умножаю на неполное частное 5 равно 75. Третий шаг. К 75 прибавляю остаток 10. Получили делимое 85. Вывод. Выражение решено верно. Посмотрим случай, когда делитель больше делимого. 19 разделим на 20. Получится 0, остаток 19. Как узнать, правильно ли решен пример? Сравним делитель и остаток. Остаток меньше делителя. 19 меньше 20. Что надо сделать дальше? Делитель 20 умножить на неполное частное 0. К полученному результату 0 прибавляем остаток 19. Получили делимое 19. Пример решен верно.
Решите еще несколько примеров и сделайте проверку. 76 разделить на 20. 3 и остаток 16. Делаем проверку. 3 умножаем на 20 плюс 16 равно 76. 57 разделить на 42. 1 и остаток 15. Делаем проверку. 1 умножить на 42 плюс 15 равно 57. 28 деленное на 17. 1 и остаток 11. Делаем проверку. 1 умножить на 17 плюс 11 равно 28. 25 разделим на 26. 0 и остаток 25. Делаем проверку. 0 умножить на 26 плюс 25 равно 25. 9 делим на 13. Получаем 0 и остаток 9. Делаем проверку. 0 умножить на 13 плюс 9 равно 9. Я думаю, что вы отлично справились с этим заданием. Решите задачу. Половину пути от дома до школы мальчик прошел за 15 минут, а на остальной путь он затратил на 6 минут больше. Сколько времени он затратил на весь путь до школы? Сделайте к задаче чертеж. Нам известно, что на первую половину пути мальчик затратил 15 минут, а на вторую на 6 минут больше. Надо узнать, сколько времени он затратил на весь путь. Посмотрите на чертеж. Можно сразу ответить на главный вопрос задачи? Нет. Сначала надо узнать, сколько он затратил на вторую половину пути. Первым действием к 15 прибавляем 6. Равно 21 минуту он затратил на вторую половину пути. Вторым действием узнаем, сколько времени мальчик затратил на весь путь от дома до школы. 15 плюс 21 равно 36 минут он затратил на весь путь. Запишите ответ. 36 минут. Молодцы! Вы хорошо справились с задачей. Ответьте на вопросы теста. Выберите правильный вариант ответа. Первое. Если произведение разделить на множитель, то получится А. Множитель, Б. Слагаемое, В. Вычитаемое. Правильный ответ А. Второй вопрос. Если делитель умножить на частное, то получится А. Произведение, Б. Делимое, В. Множитель. Правильный ответ Б. Третий вопрос. Для того, чтобы число умножить на 10, надо А. Записать следующее число, Б. Записать предыдущее число, В. Приписать к этому числу справа 1, 0. Правильный ответ В. Четвертый вопрос. Остаток должен быть всегда А. Больше делителя, Б. Меньше делителя, В. Равен делителю. Правильный ответ Б. Пятый вопрос.
Если число умножить на 0, то а получится 0, б получится 1, в получится тоже число. Правильный ответ А. Если число умножить на 1, то а получится 0, б получится 1, в получится тоже число. Правильный ответ В. Подведем итог урока. Итак, давайте вспомним, какая была тема нашего сегодняшнего урока. Какие цели мы поставили перед собой? Что больше всего понравилось сделать на уроке? Что нового узнали? Что показалось самым интересным на уроке? Можем ли мы выполнить проверку, если остаток больше делителя? А я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.